Справедливый и интеллигентный Бексолт Магомедович Сайнароев родился 20 мая 1938 года. В 3 года он остался без матери. Уже в 6 лет его, как и весь народ, ждала депортация. В 11 лет не стало и отца. Несмотря на жизненные тяготы, выпавшие на его долю, он получил прекрасное образование. Бексолт Сайнароев ко всему пришел сам, с помощью огромной силы воли, трудолюбия, упорства и желания достичь самых высоких целей. В 1963 году окончил Всесоюзный юридический институт, а в 1970-м аспирантуру при Всесоюзно-научно-исследовательском институте советского законодательства. Сумел в такое нелегкое время преуспеть в науке. Стал профессором, преподавал в лучших вузах страны. В жизни случилось так, что среди чеченцев-ингушей я стал первым доктором юридических наук среди моих соплеменников. Дальше, конечно, сейчас докторов наук много, но тем не менее первым быть интересно. Также он сумел достичь максимума в государственной службе, став судьей Высшего арбитражного суда России. Благодаря своим глубоким знаниям и отличной профессиональной юридической подготовке смог возглавить национальное движение за возрождение ингушской государственности, направить его на парламентский путь и привести к победе. Во многом благодаря ему и его товарищам в июне 1992 года была образована Республика Ингушетия в составе России. Важнейших этапов борьбы за возрождение ингушской государственности в истории ингушского народа, я считаю, это принятие 17 статьи, знаменитой 17 статьи Декларации о государственном суверенитете Чечено-Ингушской республики. Ингуши, оргкомитет по образованию Ингушской республики в тот вечер, дело шло глубокой ночью, заседание продолжалось. Все-таки мы вынесли вопрос и сказали, что мы просим Верховный Совет принять, поддержать требования ингушского народа об образовании своей государственности. Я на одном дыхании написал эту знаменитую 17-ю статью. Профессор, заслуженный юрист России, академик Международной академии информатизации, награжден орденом за заслуги, медалями за доблестный труд и за заслуги перед судебной системой России. Бексолт Сайнароев вместе со своей семьей последние годы жил в Москве. У него осталось 2 сыновей и 2 дочери, а еще внуки. В нашем музее есть большая коллекция, посвященная ему. Постарались его родственники, непосредственно дети Бексултана Магомедовича. Мы постарались собрать сегодня наши выставки, посвященные его дню рождения. Все самое актуальное, обозначить его немаловажный труд в этом вопросе. И центральное место занимает, естественно, его портрет, как человека, который внес огромные усилия по созданию нашей государственности. Также есть архивные материалы. Не стало Бексултана Магомедовича 31 января 2022 года. Он ушел, оставив о себе добрую память и славу. Ему было 83 года, но труды и исследования академика, его наследие продолжает жить. Тамара Хшагульгова, Султан Магушков, Магаз 24.